Я полюблю всякую женщину, если она того стоит, и меня любит. Только нужно развестись с женой. Если вам деньги нужны на развод, так я дам, сколько потребуется. Спектакль – своего рода комедия русской жизни, стиснутой двумя стихиями – души и денег. И в этом водовороте бьется любовь. Искушенного зрителя ожидает злободневная семейная история и смешные, трогательные, обольстительные, коварные персонажи. Красавец-мужчина Осман Абухба. Для молодого актера это не первая главная роль. Однако выступит он в новом для себя качестве. Она необычная для меня, потому что я, можно сказать, первый раз не то что в таком жанре, а просто в такой роли, которая, в принципе, мне кажется, что она мне не совсем подходит, но в этом персонаже, в моем, есть некое зерно, которое потом зрители сами его увидят, которое прощупывается. И вот от него я отталкиваюсь и как бы стараюсь создать этот образ не совсем хорошего мужчины, и красивого, почему, не знаю, почему так решили, но как бы я пока нахожу, пока ищу, щупаю пока, поэтому мне сложно сказать, чем он конкретно отличается от других моих ролей, но пока в поисках. Аманда Кварацхеля играет роль Зои, которая вышла замуж за красавца-мужчину и всю семейную жизнь жила своей любовью к нему, в доверии и согласии, в розовых очках. Он промотал деньги, она любит его. Он готов бросить ее и жениться на деньгах, она готова купить его любовь. И все они не очень счастливы в этой истории. Аманда о своей героине говорит так. Женщина 6 лет в браке, а ведет себя как девчонка. Наивная, влюбчивая, доверчивая, ведомая и удобная. Ставятся такие важные вопросы, как деньги или человеческая душа, деньги или любовь, деньги или какие-то моральные жизненные принципы. И эти люди, которых вы увидите, придя на премьеру, они выбирают деньги. И только одна Зоя живет любовью. И только для Зои важна душа. Сопряжено это с нашей Абхазией или нет, я скажу да. Спектакль «Красавец-мужчина» приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Островского. История оставила титул великих и гениальных только за теми писателями, которые умели писать для народа, и только их произведения пережили века. Такие произведения со временем делаются понятными и ценными и для других стран, и, наконец, для всего света, говорит режиссер спектакля Ирина Дремова. С наследием Островского раньше Ирина не работала, но проходила его творчество в студенческие годы. Интересная речь, то есть это речь того времени, и у него даже построение предложений по-другому. Мы уже даже так не мыслим. У нас мысли уже в голове по-другому строятся, нежели говорят персонажи. И на это тоже тяжело перестраиваться. И мы стараемся балансировать на том, как думают персонажи, и думаем мы. И ищем как бы мысль, где мы встречаемся, пересекаемся как бы. Островский, он писал вот как раз на балансе того, что человек товар или нет, сразу вспоминаешь «Бесприданницу», да, где она была прям какой-то купюрой разменной. Вот. И поэтому я думаю, что он сам к нам вернулся. Мне кажется, не мы как бы к нему пришли, а он к нам пришел. И как-то очень как бы, вот этот юбилей, все как-то прогремело, и мы прям начали его копать и искать созвучные ноты. Тема власти, тема корысти, тема любви, тема подлости, предательства, самопожертвования, тема мужчины и женщины. Пьеса, написанная в 1882 году, не потеряла актуальности, потому что рассказывает о ситуациях и чувствах, с которыми во все времена сталкивается человек. Ситуации очень такие, знаете, даже в каком-то смысле водевильного характера, но и есть тут элемент драматизма очень серьезный. Но мы это обозначаем как комедию или печальную комедию, потому что зритель смеется, и зритель какие-то моменты начинает что-то понимать о себе. У нас прекрасный состав актерский. Сам Островский говорил про «Красавца-мужчину», что это единственная пьеса, в успехе которой я уверен с самого начала. Это вот такая знаменитая цитата. И название само по себе, мне кажется, должно привлечь. А то, что увидят зрители на сцене, мне кажется, должно в них попасть эмоционально и смыслово. Потому что то, о чем писал Островский, в свое время было чрезвычайно актуальным и даже провокационным.
А сегодня, мне кажется, это сплошь и рядом происходит. Премьерные показы спектакля «Красавец-мужчина» пройдут 26 и 27 марта. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.